В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии Екатерина Карпухина. Здравствуйте. НВК «Саха» по-прежнему можно будет смотреть через обычную антенну. Правительство республики продолжит субсидировать аналоговое телевещание. Алданские офтальмологи бьют тревогу. У подрастающего поколения массово портится зрение. В чем причина? Телемедицина спасает сотни жизней якутян ежегодно. О перспективах новых технологий связи в сфере здравоохранения материал нашего корреспондента. 10-летний ученик Сунтарской школы-интерната Ариан Алексеев спас из огня 4 детей. Подробности подвига юного героя. Ликвидация мусора без вреда для природы. Якутия переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Что ждать от нового порядка? Бесплатный обед для обездоленных. В Якутске работает единственная в республике социальная столовая. Дмитрий Медведев поменял категорию земель в Нерюнгринском районе Якутии. Премьер-министр страны подписал распоряжение правительства, которым перевел земли Ленского фонда площадью свыше 1 гектара в Нерюнгринском районе в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта. Это сделано в связи с реконструкцией моста через ручей Ачыгый-Горбылах на федеральной автомобильной дороге Лена, расположенной в 20 километрах от Нерюнгри. Реконструкция моста будет способствовать сокращению времени доставки грузов в северные районы республики и удовлетворению потребностей нерюнгринцев. На Дальнем Востоке снизят процентную ставку ипотеки для семей с детьми. Правительство России поручило до 11 декабря продумать снижение ставок. Принять дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости в макрорегионе, поручено ответственным министерством России с участием компании Дом.рф. Ипотеку вполне себе можно заменить собственным участком, например, выданным по программе дальневосточного гектара. Якутия занимает 2-е место по количеству выданных участков в рамках программы. Об этом сегодня сообщил председатель правительства Якутии Владимир Солодов на семинаре совещаний для специалистов в сфере земельно-имущественных отношений. Обсуждение коснулось актуальных вопросов и изменений в земельных нормах и законах. В этом году особое внимание уделят опыту выделения дальневосточного гектара. Программа предусматривает упрощенную процедуру получения земли. Также темой семинара станут нововведения, связанные с изменениями в части предоставления земель, процедур обмена участками, их изъятий и перераспределения. Я хочу сказать, что в целом перед республикой здесь стоят даже, наверное, еще большие вызовы, чем перед другими субъектами в силу объективных условий, огромной территории, удаленности и трудной транспортной доступности, достаточно низким покрытием цифровыми информационными технологиями. И как раз ответы на эти вызовы и будем пытаться сегодня найти с использованием информационных технологий, с использованием технологий дистанционного зондирования Земли, с применением космических технологий. Также серьезные инновации, как мы все знаем, прошли в законодательстве применительно к Дальневосточному федеральному округу. Правительство республики продолжит субсидировать аналоговые телевещания, то есть НВК «Саха» по-прежнему можно будет смотреть через обычную антенну. Напомним, с 2019 года на территории всей страны прекращается субсидирование эфирной трансляции федеральных телеканалов. А в Якутии в зоне охвата цифрового эфирного вещания находится 390 населенных пунктов, в которых проживает 95% населения республики. На сегодня они уже могут принимать в цифровом качестве 10 телеканалов. До конца года будет включен 2-й мультиплекс. Появится возможность бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов в цифровом качестве. Об этом сообщил вице-премьер региона Кирилл Бычков на видеоконференции с муниципалитетами по вопросам отключения аналогового телевидения. 15 ноября премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев на заседании правительства сообщил, что принято решение начать отключение аналогового телевидения с февраля 2019 года, а не с 15 января, как планировалось ранее. Весь процесс перехода на цифровое телевидение также займет около полугода. Предположительно, отключение у нас будет проходить в 3 этапа. Когда будет произведено отключение в республике, будет определено правительственной комиссией по телерадиовещанию в ближайшие дни. Поэтому у нас появилось время, хотя и очень небольшое, для того, чтобы подготовить население к отключению эфирного вещания федеральных каналов в аналоговом режиме.
Если раньше считалось, что телевидение разрушает сознание детей, то теперь уже никто не спорит в опасности интернета. Вредную для детей информацию в сети будут блокировать. Такой законопроект рассмотрят во втором чтении на пленарном заседании Госдумы сегодня. Согласно документу, любая информация, которая склоняет несовершеннолетних совершать противоправные действия, предоставляющие опасность для их жизни, должна блокироваться незамедлительно, а не в течение суток. При этом опасные страницы не удалят, а прекратят к ним доступ, чтобы правоохранительные органы могли оперировать информацией при расследовании. Технологии развиваются, но не стоит забывать о кибербезопасности. Полиция предупреждает, на территории Мирнинского района участились случаи интернет-мошенничества. За последнюю неделю в дежурную часть поступило 3 заявления об интернет-покупках без товара. Например, 52-летний житель Мирного пытался купить автозапчасти в сети и связался с продавцом по телефону. В рамках достигнутой договоренности мошенник предоставил потерпевшему сведения о счете своей банковской карты, на которую необходимо было перечислить 15 тысяч рублей. Мужчина, не подозревая о преступных намерениях лжепродавца, деньги перевел. Однако автозапчасти потерпевшему доставлены не были, а лжепродавец перестал выходить на связь. По аналогичной схеме были обмануты другие 2 потерпевшие, которые пытались приобрести в интернете норковые шубы. Полиция напоминает, что ни под каким предлогом нельзя производить предоплату за товар, не убедившись в добросовестности продавца. Стоит помнить, что вред может нанести не только интернет, но и сами гаджеты, через которые школьники выходят в сеть. Алданские офтальмологи бьют тревогу. Из года в год зрение у подрастающего поколения снижается. Причина этому – увлеченность смартфонами, утверждают врачи. Что необходимо предпринять, чтобы вернуть зрению былую остроту, узнавала Татьяна Вахнина. Первоклассник Андрей проходит медицинский осмотр. В глазном кабинете мальчику предстоит проверить остроту зрения. Очки с диоптриями Андрюше точно не нужны. Он видит прекрасно. А у многих его сверстников зрение далеко не идеальное. Допустим, из 30 человек обязательно 15 человек или снижение зрения, или уже ходят в очках. Еще лет 30 назад бытовало мнение, что очки носит человек, много времени проводящий за книгами. Однако современные дети читают не больше своих родителей. Тем не менее, из года в год острота зрения у подрастающего поколения снижается. Чаще проблемы начинаются в школьном возрасте. Раньше в классе был 1 человек, 1-2 человека, которые носили очки, то на сегодня от 8 до 9 человек в классе – это дети, уже у которых идет снижение зрения, и которые требуется корректировка в виде ношения очков. Если раньше очкарик становился объектом шуток, то сегодня оправа с линзами не привлекает внимания одноклассников. Снижение зрения медики связывают с массовой увлеченностью компьютерами, планшетами и мобильными телефонами. Много играют в гаджеты, телефоны, компьютеры, все это влияет на это. Ну, опять же, север. Дети гораздо более подвержены снижению зрения, потому что не хватает витаминов, солнца. Андрей, как и его сверстники, тоже питает слабость к детским телепрограммам, ноутбуку и телефону. Однако мама в некоторых вопросах бывает непреклонной. У нас в семье установлен регламент. Где-то этот, наверное, общий регламент у нас составляет в течение дня порядка 1,5 часов. Прогрессирующая близорукость со временем приводит к частичной слепоте. Меры необходимо принимать на начальных стадиях, когда контуры находящегося на отдалении предмета вдруг перестают быть четкими. В основном очковая коррекция и гимнастика для глаз, что мы советуем в наших условиях. Выполнение специальной гимнастики для глаз является прекрасной коррекционной мерой. Но в первую очередь необходимо ограничить использование гаджетов и просмотр телевизора. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Применение телемедицины в системе здравоохранения Якутии ежегодно спасает сотни жизней. Первый удаленный прием больного провели в столице региона еще в 2002 году. Какой сейчас стала телемедицина и какие возможности дает применение новых технологий связи, в материале Дмитрия Тымырова. Никита Прудецкий – многодетный отец-одиночка. В начале этого месяца во время забоя домашнего скота он внезапно упал и потерял сознание. Родные и близкие сразу отвезли его в больницу. Там такая врачи связались с медициной катастроф с Якутска. Сказали, что можно и там через видеосвязь. Они здесь осмотрели там через видеосвязь. Потом решили сюда, в город перевезти.
У нас поступил звонок 5 ноября. Заболел молодой мужчина в Верхоянском Улусе. На фоне физической нагрузки во время забоя скота внезапно упал. Отнялась речь и правые конечности. Его госпитализировали в центральную улусную больницу. Нам позвонили, мы дали рекомендации, установили диагноз. Все-таки по клинике по спинномозговой жидкости было кровоизлияние. Решено было его взять на себя. Вызвали санавиацию, доставили к нам. Наш диагноз подтвердился, мы его подготовили и подали нейрохирургам на оперативное лечение. Сегодня пациент идет на поправку, и, как нам сообщили врачи, совсем скоро его выпишут. Жизнь якутянина была спасена благодаря не только оперативности медицинских работников на месте, но и за счет новых технологий. Батагайских врачей консультировали коллеги из Якутска. С внедрением федерального закона по телемедицине с января этого года значительно, конечно, увеличилось количество телемедицинских консультаций. На сегодняшний день у нас, значит, по телемедицинской консультации получили медицинскую квалифицированную помощь около 2000 пациентов со всех 34 районов нашей республики. Якутия входит в 5 регионов лидеров страны по внедрению программы развития телемедицины. В рамках ее выполнения до 2023 года будет создана масштабная система экстренной телемедицинской консультативно-диагностической помощи больным. Общий объем финансирования программы составит более 200 миллионов рублей. Дмитрий Тымыров, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Сейчас небольшая реклама. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. 10-летний ученик Сунтарской школы-интерната Ариан Алексеев спас из огня 4 детей. Подробности подвига юного героя. Ликвидация мусора без вреда для природы. Якутия переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Что ждать от нового порядка? Бесплатный обед для обездоленных. В Якутске работает единственная в республике социальная столовая. Телеканал «Якутия-24» продолжает свой эфир. В микрорайоне Солнечный города Алдана сгорел 4-квартирный жилой дом. Пожар по адресу Спортивная, 9 вспыхнул вечером 21 ноября. В результате погибла женщина. По одной из версий, к возгоранию привела попытка отогреть трубы, а причиной стала неосторожность при огневых работах. Пожарные расчеты прибыли на место через несколько минут после вызова. Однако деревянное строение полностью было охвачено пламенем. Хозяйку одной из квартир спасти не удалось. 9 жильцов дома были эвакуированы. 21 ноября 2018 года в 18:23 поступило сообщение о пожаре в 4-квартирном жилом доме, расположенном по адресу город Алдан, микрорайон Солнечный, улица Спортивная, дом 9. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. В ходе ликвидации пожара в квартире номер 4 обнаружено тело погибшей жительницы дома. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Виновник ущерба устанавливается. Сотрудниками ПСЧ номер 1 эвакуировано 9 человек. Спасено рядом стоящий жилой дом и гараж. На ликвидации были задействованы 22 человека личного состава и 6 единиц техники. О героическом поступке 10-летнего мальчика из села Сунтары сегодня знают не только в республике, но и за ее пределами. Юный герой спас жизни 4 детей. 18 ноября в 4-квартирном доме произошел пожар. В это время в здании находились дети. Мальчик не испугался и повел за собой малышей. Как чувствует себя спасенный и сам герой, в материале с Рагаланой Захаровой. 10-летний Ариан еще не понимает до конца, какой героический поступок он совершил. 18 ноября мальчик был в гостях. Пожар начался ночью, когда все уже спали. Краток долгий утом, тинникан не чавутом, бурутан, оттан такупут, оттан би оттыгар барджага такупут. Дети выскочили на улицу практически без одежды. В чем были? Бежали по холодному снегу босиком. А на улице к тому времени температура воздуха опускалась уже до 30 градусов мороза. Маленький герой и другие малыши получили различные обморожения. Сейчас проходят лечение в местной больнице. Но страшнее не раны, а воспоминания о той ночи.
Ариан гантамбаты жуппат. Антон Ариан тонном түркен хавастыктакка карай депти. Бастан Ариан таккута, антон даркан, антон Карина, антон мен эркан кемер бухабат кархалиеттак мен фонариктак тепетүгөн ман бир. Когда на место прибыли пожарные, дом был полностью охвачен огнем. Было известно только то, что дети спрятались у соседей. О подвиге мальчика узнали лишь несколько дней спустя. 10-летний мальчик совершил очень отважный поступок. Даже взрослый человек во время пожара теряется, боится. А он, взяв всю свою волю в кулак, разбудил всех детей, открыл окно и вывел их из дома. И только благодаря этому поступку все они остались живы. Малыши идут на поправку. В палате лежат все вместе, совсем неразлучны. Юный герой Ариан Алексеев теперь их ангел-хранитель. Саргалана Захарова, Нургуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Сунтарский улус. Проблема сноса аварийных домов, промышленности, городские вопросы. Депутаты Госсобрания Ултумы находятся с рабочей поездкой в Нерюнгри. Где именно побывала делегация, расскажет Александра Цыбикова. Визит начался с осмотра новых домов в поселке Чульман по программе переселения. Был поднят вопрос о сносе аварийных домов, где глава поселка Сталик Дерягин отметил, что еще необходимо поселку. Хотя бы 300 тысяч на один дом, мы эту работу все закроем. Доме по сколько квартир? Это двухэтажный дом. Двухэтажный? Да. В поселке Серебряный Бор также осмотрели дома. Незавершенные работы, по которым привели поселение к званию рекордсмена в отставании по программе переселения из ветхого аварийного жилья. Уже второй год застройщик не может сдать 5 домов, в результате чего новое жилье не могут получить около 200 человек. Действительно, сегодня там есть проблемы и с подрядчиками, и застройщиками. Ну, тут надо искать сегодня, причины и не допустить в дальнейшем таких, можно сказать, провалов. Министерство гарантирует, что до конца года расселит. Делегация ознакомилась с деятельностью ремонтно-механического завода угольной компании «Колмар». Узнала об основных показателях работы, имеющейся в производстве техники и штабе работников, более 500 человек. Престиж рабочего надо повышать, особенно в таких передовых организациях, как «Колмар», которые имеют возможность создавать новое, абсолютно, технику новую, где престижно будет работать. После посещения всех поселений района состоялась встреча делегации с Нерюнгринским районом и городским советами депутатов, а также с депутатами поселений района. Одной из актуальных тем обсуждения явилась программа переселения из ветхого аварийного жилья. Мы планируем эти вопросы поставить уже на уровне федерального центра, изменения тех направлений расходования средств по программе, которые касаются в том числе возможность сноса, включения, то есть расходов на снос и рекультивацию, подготовку площадок. Эти вопросы на сегодняшний день парламент занимается. Также в рамках визита делегации состоялось выездное заседание Комитета по строительству ЖКХ и энергетики. Обсуждалась тема взаимодействия управляющих компаний с ресурсно-снабжающими организациями. Александра Цыбикова, Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Сергей Козюра, Нерюнгри. С 1 января следующего года Якутия перейдет на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Сейчас разработаны проекты договоров на сбор и транспортировку таких отходов, а также организацию услуг по их размещению на полигонах. Система позволит сохранить природу региона. О том, как будет внедряться новый порядок, расскажет Кристина Якупова. Около 500 мусорных свалок на территории республики. И это не считая несанкционированных. А все из-за неэффективности работы с твердыми бытовыми отходами. Сейчас управляющие компании собирают и транспортируют мусор. А вот доедут ли контейнеры до свалки, никто не проверяет. Те юридические лица, которые эксплуатируют свалку, они не могут воздействовать на транспортировщиков. Да? Транспортировщик может куда-то свалить в лес. Да, и таким образом у нас образуются многочисленные несанкционированные свалки, а эта система подразумевает ответственность одного юридического лица в лице регионального оператора именно за всю систему обращения с отходами. То есть начиная со сбора, транспортирования, обработки, то есть это сортировка, да, потом дальнейшее захоронение либо обезвреживание этих отходов. В республике разработана новая система по утилизации мусора. Если мы сегодня с вами оплачиваем вывоз мусора как жилищную услугу,
то есть по договору управляющей компании с транспортной компанией, да, стоимость определяется общим собранием собственников, например, да, а с 1 января 2019 года это будет регулируемая услуга, коммунальная услуга, и она будет действовать по правилам оказания коммунальных услуг наряду с электроэнергией, с водой, там, с теплом и так далее. То есть цены будет устанавливать Госкомитет по ценовой политике. Планируется и создание объектов обработки. Это сортировочные станции. Будут введены поэтапные запреты на захоронение определенных отходов. В первую очередь на металлы, бумагу, стекло, резину и другое. Все отходы – это отходы, а из них можно что-то сделать и даже полезное, и нужное. И в этом отношении вот нужно очень хорошо работать. Хотели мы собрать пластиковые бутылки. Не очень собирается, пока народ еще не дошел до этого. И будем много-много работать в этом отношении для того, чтобы как-то сознание людей будоражить, да? Впрочем, сами якутяне уверены, население к реформам готово. Проблема мусора волнует каждого. Конечно, хотелось, чтобы все чисто было, и здесь заводы были, чтобы принимали пластмассу или еще. Экология чисто была. Кто разбрасывает мусор, где попало, и получается, что плохо для города. Я считаю, вы знаете, что пора таки научиться, как живет цивилизованный мир, да, отдельно складировать отходы. Его нужно перерабатывать. То есть нужно делать, я так считаю, какие-то заводы, чтобы была переработка мусора, чтобы не вывозить его на свалку. Что касается повышения цен на вывоз и утилизацию отходов, то тариф на мусор пока только формируется. После он должен пройти этапы общественных слушаний и затем уже утверждения. Как говорят в Комитете по ценовой политике республики, окончательно тарифы утвердят до 20 декабря. Кристина Якупова, Илья Сыромятников, Георгий Григорьев, Диустан Иннокентьев, Якутск. Накормить обездоленных в районе Речпорта Якутска работает единственная в республике социальная столовая. Горячие обеды раздают совершенно бесплатно. Кого здесь кормят и на какие средства, расскажет Ольга Башук. Социальная столовая работает 3 раза в неделю. Сюда приходят пообедать многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, все те, кто оказались в сложной жизненной ситуации. В будние дни здесь обедают порядка 50 человек, в выходные в 2 раза больше. Постоянная посетительница столовой Софья Юн не пропускает ни одного обеда. Она приходит сюда со своим сыном. И одна женщина ехала в автобусе, и она нам сказала, что едет в бесплатную столовую. Мы так удивились, говорим, неужели у нас появилась такая столовая? Ну вот мы решили, что можем обратиться в округ. Вдруг нам тоже скажут, что можно сюда ходить. И округ нам разрешил. Я считаю, что вот нам, вот пенсионерам, инвалидам, да, это большая поддержка нашей семье, например. И также вот многодетные семьи, тоже очень хорошо это. Столовая открылась в августе прошлого года. Изначально она была рассчитана на жителей промышленного округа. Талоны выдавали в управе. Сейчас же в столовой обедают жители Сайсарского, Строительного, Центрального и других округов столицы. Полноценные горячие обеды получило более 10 тысяч человек, жителей города и республики. Хочу подчеркнуть, что это первая и единственная социальная столовая не только в городе, но и в республике. Для тех пожилых людей, кто живет на одну пенсию, бесплатный обед – это хорошее подспорье и, возможно, единственная поддержка. Геннадий перенес несколько инсультов. Внушительная часть и без того небольшой пенсии уходит на лекарства. Разнообразие это кушание. Первое, второе, тут чай, там, молоко, там постоянно. Обычный обед состоит из супа, мяса с гарниром, салата, чая с молоком, выпечки или печенья. Порции столовой подают большие, никто не уходит голодным. Тем, кто не может привезти всю семью, разрешают брать обеды с собой. Многодетные семьи, их очень много, дает возможность не просто приходить сюда кушать, а это большой вопрос для многодетной семьи, а приезжать и забирать эти обеды домой к себе, когда уже дома в спокойной обстановке вся семья уже может поужинать, там, позавтракать, как уже хозяйке будет удобно и как это нужно будет детям. Ирина Гузова открыла столовую на свои деньги. После этого ее социальный проект выиграл несколько грантов, получил финансирование. Однако средства закончились, а посетителей становится все больше. Пока помощь поступает лишь от неравнодушных граждан. Люди помогают, чем могут. Куда только не обращалась, куда только не просила. Выезжаю на собственные деньги. В мае месяце продала квартиру, но я продала-то ее не за социальной столовой.
были свои проблемы, да? Вот все, что осталось от квартиры, сейчас честно проедаю вместе с нуждающимися города Якутска и республики. Не хочу бросать проект. Этот проект не на 1 год. Будет ли проект жить дальше, зависит от разных обстоятельств. Но, вопреки всему, в столовой полным ходом идет подготовка к проведению большого новогоднего обеда. Ольга Башук, Илья Сыромятников, Якутск. Декада инвалидов проходит в Ленске. В ее рамках местное отделение общества инвалидов проводит ряд мероприятий, среди которых и спортивные. Спартакиада для детей с ограниченными возможностями прошла в спортзале «Карат». На соревнованиях побывала наша съемочная группа. Кто быстрее, сильнее, активнее, выясняли в спортивном зале «Карат». Но цель спартакиады для детей с ограниченными возможностями заключалась не в выявлении победителя, а в самом процессе соревнований. Собраться всем вместе, создать команду, проникнуться коллективным духом и направить все свои совместные силы на достижение успеха – это так важно для детей. У нас не присутствует здесь впереди Витим Талон, так как они далеко, они проводят там у себя. Когда в Витиме, когда в Пеледуе. Вот. Тоже у них там примерно где-то человек 20-25 принимает участие. Проводим мы с детьми очень много вообще-то мероприятий. Мама Лизы Терешкиной уже вырастила 3 сыновей, которые тоже всегда были активными участниками таких спортивных соревнований. Теперь приходят сюда с дочкой. Им нравится атмосфера состязаний. Мои очень дети охотно ходят, принимали участие, поделки делали. А сейчас вот спортивно стараемся не пропускать вот такие мероприятия. Бабушка 17-летнего Кости Прохорова постоянно совместно с внуком принимает участие во всех мероприятиях, которые организует общество инвалидов. Постоянно участвуем в соревнованиях, проводят чаепитие. На 1 июня всегда собирают детей. Вот, мероприятия, да, и на Новый год мы всегда участвуем, каждый год костюмы, викторины, вот, сладкий чай, сладкоежка. Мы очень довольны, конечно, тем, что вот нас не забывают, иногда посещают дома. Анна Леонидовна нас посещает дома, как бы наша семья дружит с Анной Леонидовной. Попробовать свои силы в веселых стартах, поиграть в теннис, пострелять по мишеням, посостязаться в перетягивании каната собрались свыше 20 участников. После спортивных соревнований их ждал вкусный обед. А подарки спонсоров, местных предпринимателей, которые всегда отзывчивы для таких мероприятий, вызвали массу эмоций у детей. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Зима начинается с Якутии, а Новый год с елок. На специализированной выставке киноиндустрии в Москве состоялся показ материала фильма «Елки последние». В презентации приняли участие главные сказочные персонажи республики – повелитель холода Чисхан и якутская зима Харчана. Они рассказали, что каждый год зима начинается с Якутии. Начался с Якутии и киноальманах «Елки» – столица самого большого региона страны, особенный город для создателей новеллы, поскольку события в первой части «Елок» начинают разворачиваться в Якутске. Именно поэтому организаторы Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» и создатели фильма договорились посвятить события в этом году выходу последней части «Елок». Телеканал «Якутия-24» продолжает следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.